Все, что против чего сегодня весь мир выступает, началось именно с чеченцев, с нас. И мы тогда показали миру, что эту химеру, этого монстра можно победить. Мы призываем вас не покидать места ваших дислокаций, не открывать огонь, прекратить движение на бронетехнике в пешем порядке, установить связь с ближайшими нашими командирами по любым вопросам. В августе 1996 года всего 850 чеченских бойцов под командованием Аслана Масхадова смогли окружить и разгромить 20-тысячный российский гарнизон в Грозном, имевший превосходство в бронетехнике, артиллерии и авиации. Как маленький народ смог переломить ход войны против гиганта? И первая, и вторая война у нас в основном проходили партизанские действия. Это засады, это нападения, это в горах, когда уже с равнины наши отступили в горы. За счет этого и выиграли Первую войну. Первая русско-чеченская война стала кровавой главой в борьбе Чеченской Республики Ичкерия за независимость. Мы хотим суверенитет. Нам не нужна ни Москва, ни Россия. Лично Чеченская Республика Ичкерия будет свободна. Либо пусть они будут воевать, а мы 300 лет еще с ними будем воевать. После распада СССР в 1991 году Чечня под руководством Джохара Дудаева провозгласила суверенитет. Я искренне поздравляю вас и себя с первыми часами и первым днем гражданства суверенного государства. С тех пор все, что плохое есть в России, это чеченцы. Все, что плохое там в Москве, это чеченцы. Все, что плохое на периферии, это чеченцы. Все, что плохое вообще везде, это тоже чеченцы. И была начата эта война. Грозный был разрушен. Та задача, которая возлагалась на федеральные войска и в первую очередь на Министерство обороны, она практически выполнена. Мы не вы бандиты, а Россия бандиты. Мы не напали на Россию, а Россия напала на нас. Мы не виноваты, они виноваты. Надо выгонять всех из Кремля, начиная от Путина. Тысячи мирных жителей и военных погибли. Русские вели в Чечне войну таким образом, которую ее нельзя назвать там гуманной. Война вообще не бывает гуманная, но они применяли все средства, которые только можно было применить в Чечне для уничтожения вообще этноса чеченского. По данным Госсовета Чечни, с 1991 по 2005 годы в конфликте погибло около 160 тысяч человек. Из них более 40 тысяч – дети. Сверху миномет прямо на глаза взрываются женщины, дети. Что там ужас творится. Смотрят, люди есть, нет. Ночью мы ложимся, все начинается. Оставили бы они нас в покое. Сделайте что-нибудь, чтобы они нас оставили все в покое. Детей жалко. Будь прокляты. Все, кто это начал, всю эту войну начал, будем все прокляты. Абсолютное безумие русских. Павел Грачев, тогдашний министр обороны, сказал, что они Грозный возьмут силами одного или двух штурмовых там отрядов каких-то там, и все, и вся война закончится. В итоге она продлилась сколько лет. Они безбожники. Ну, у безбожников нет никаких правил. Они не соблюдают ничего. Вот они вот как дикие какие-то там звери. Там, задача что? Захватить какую-то добычу, убить ее и съесть. К 1996 году российские войска заняли столицу, но чеченцы не сдались. Пусть идут штурмуют, клянусь Всевышним Аллахом, есть. Вот эта вещь меня живым они не возьмут. Это я вам говорю. Много людей убил. Сейчас я хочу убивать. Я буду убивать их, пока я живой. Ваша судьба в ваших руках. Желаем вам вернуться домой живыми и здоровыми. Всем, кто перейдет на нашу сторону, гарантируем жизнь и беспрепятственную отправку домой. Генерал Масхадов. А куда нам идти? Это наш город. Пока надоело по горам бегать. Поэтому уходить мы не собираемся. Мы пришли сюда, как говорится, на всю оставшуюся жизнь. И здесь до конца будем драться.
6 августа 1996 года операция «Джихад» под руководством Зелимхана Яндарбиева и Аслана Масхадова освободила Грозный. Потери большие у вас? Полбатареи. Все эти события они приурочили к инаугурации президента Российской Федерации. Чеченские силы вошли также в Гудермес и Аргун, заставив Кремль пойти на переговоры. Это эпохальное событие. На самом деле в истории мировых войн аналога такому героизму или профессионализму, в котором эта операция была проведена, не существует просто на самом деле, если сопоставить силы и средства, которые были задействованы в этой войне. Операция «Джихад» застала российские силы врасплох. Несмотря на численное и техническое превосходство, оккупационные войска оказались в окружении. Мы уже здесь в кольце сидим. Где помощь? Срочно помощь нужна. Помощь нам дайте, помощь, вывести 300-х, 200-х и нам выехать отсюда. Сейчас еще 10-15 минут, нас здесь полностью всех накроет. В этот момент было сосредоточено более 70 тысяч российских военнослужащих. И вот сопоставьте, первые дни нас было меньше тысячи, через одну неделю нас было 1500, и в целом уже до конца, до того момента, пока российские военнослужащие подняли белые флаги, наверное, нас было около 3000. Но, несмотря на это, на нашей стороне оказался Всевышний. На нашей стороне была правда. Мы были мотивированы, мы защищали свое Отечество, мы освобождали наши города от оккупантов. В течение больше 25 лет всему миру дали передышку мы. Отвлекли этих варваров на себе, и все смотрели новости, где-то в Чечне, на Кавказе идет какая-то война, это внутреннее дело России, там то все. Никто тогда еще всерьез не воспринимался. Хотя Джохар Дудаев в свое время и говорил. Сегодня вы говорите, что Чечня внутреннее дело России. Завтра настанет день, когда Европа будет внутренним делом России. Он это в свое время 25 лет назад говорил. И сегодня мы это видим. По официальным российским данным, с 6 по 22 августа они потеряли 494 человека убитыми, 1407 ранеными и 182 пропавшими без вести. Чеченские источники говорят о гораздо больших потерях. Паника и страх охватили противника, а Хасавюртовские соглашения 31 августа 1996 года закрепили прекращение боевых действий и вывод российских войск. Войне конец. Хватит, навоевались. Это был триумф чеченского духа и военного мастерства. Впервые за всю историю существования и противостояния России и Чечни чеченцы по-настоящему победили. Победили в этой схватке. Что бы в последующем ни произошло, как бы ни сложилась судьба и тех, кто участвовали в этой героической борьбе и добились этой победы, и тех, кто наблюдал, и тех, кто поддерживал и переживал. И несмотря на все те трагические события, которые складывались после этого и складываются сейчас, несмотря на то, что наша страна находится под российской оккупацией, вот этот неизгладимый след, который оставили эти герои, которые отдали свои жизни, оно станет основным триггером того, что мы снова возродимся. Мы восстановим наше государство, мы воссоздадим наше государство. Потому что это событие из истории и из памяти чеченцев и чеченского народа, его ничем нельзя затмить, смыть или переписать. 6 августа стало символом чеченской стойкости и веры в свободу. Этот день показал, что даже превосходящие силы можно победить, если есть решимость и стратегия. Чеченцы надеялись, что Хасавюртовские соглашения принесут мир и независимость. Но Кремль, цинично подписав мир, готовился к новой войне. Хоть на 100 лет мы перемирие заключим, 1 000 000 печатей поставим, ни секунды нельзя им верить, и ни секунды нельзя доверять им. Обычно, казалось бы, когда мы подходим уже, то есть сами уже начинаем верить, что наступил мир, тут же резко меняется политика российского руководства по отношению к Чечне, и все начинается заново. Российское руководство всю свою историю, когда ей было тяжело, бежало, значит,
на подписание договоров, которые она никогда не соблюдала, не будет соблюдать и не мыслит. Такова Россия, империя зла. Империя зла, как была, есть и остается. Мы должны делать все, что в наших силах, с тем, чтобы справедливость восторжествовала. И поэтому события тех дней, конечно, они оставили неизгладимый след в памяти и в истории чеченского народа. У нас было очень много сражений, очень много войн, через которые мы прошли. Но это событие, оно отличается тем, что впервые за всю историю существования и противостояния России и Чечни чеченцы по-настоящему победили. Победили в этой схватке. Чеченцы доказали, что с Россией можно не только воевать, но и побеждать. Привет от батальона шейха Мансура! Сегодня чеченские батальоны, такие как имени Джохара Дудаева и шейха Мансура и другие, сражаются в Украине против того же врага. Это дети той войны. Это не манкурты, которые пошли служить России, а подлинные дети чеченского народа, которые пережили всю эту трагедию, пережили всю эту боль. И кто мотивирован тем, чтобы просто отомстить за отца, мать, там, брата, сестру, а кто смотивирован на то, чтобы и это сделать, и в то же самое время сократить популяцию русского солдата, для того, чтобы можно было вернуться домой в Чечню. С оружием в руках и молитвой к Аллаху в сердце они продолжают борьбу за свободу, свою и других народов Кавказа. Аллаху Акбар! Аллаху Акбар! Победа в Украине может стать шагом к новой надежде для Ичкерии, чтобы однажды чеченский народ обрел долгожданную независимость. Освободить нашу территорию, Чечню нашу, вернуться к себе домой. Вот наш весь смысл жизни. Мы приехали сюда помочь Украине и готовить своих бойцов в последующем, чтобы вернуться к себе домой, потому что нам дороже нашей Чечни, у нас на этом белом свете ничего нету. 6 августа – это не просто дата, а напоминание. Свобода стоит жертв, но она возможна. Чеченцы продолжают свой путь, веря, что Аллах дарует им новую победу над вечным врагом. Дух чеченский, он невозможно будет там как-то договориться или еще что-нибудь. Убивая чеченцев, договариваться с чеченцами невозможно. Поэтому все, что Россия делает против чеченцев, оно вернется все равно России. Все равно неизбежна деоккупация Чечни. Пускай не при нас, пускай при следующих поколениях, но Чечня все равно будет свободна. Все равно не избежать России участи того, что она распадется. Северный Кавказ отторгнется от нее. И Чечня, и Дагестан, и Ингушетия – это будут независимые республики.